И этот город назывался во многие века, в X, XI, XII веках, Великий город Беляр. Его площадь составляла 800 гектаров. Это был третий город мира после Багдада. Третий город мира? Мира после Багдада, Константинополя. Потому что Константинополь занимал 1600 гектаров площади, а Багдад занимал 1500 гектаров. А наш Беляр 800 гектаров площади. Здравствуйте, это программа «Секреты татарской кухни». В Татарстане сейчас прекрасная погода, а это значит, мы продолжаем летние выпуски программы «Секреты татарской кухни». Мы уже вторую неделю гостим в Алексеевском районе. Здесь очень красиво, а самое главное – вкусно. Ну а сегодня новые истории, новые блюда и новые гости. Начинаем! За время наших кулинарных путешествий мы успели убедиться, что неинтересных мест на свете не бывает. Каждый уголок нашей большой республики чем-нибудь допримечателен. Вот, к примеру, небольшое село Белярск, расположенное в Алексеевском районе в 150 километрах от Казани. С виду село как село, а ведь стоит оно на месте старинной столицы Волжской Булгарии. И камни, оставшиеся от этого града, хранят тайны давно минувших дней. И где, как не в музее, вам раскроют все эти тайны. Исанмысыз. Добро пожаловать, Рустам. Это наш историко-археологический музей. Значит, исполняется 10 лет, когда был построен это сооружение. Погоди. Ну, давайте посмотрим. Вот хотелось бы, Рустам, рассказать вам о древнем Беляре, когда он существовал, 10-13 века. Вот, по сравнению с теми городами Европы, Беляр занимает очень большую площадь, 700 гектаров примерно. Смотрите, вот Париж, 439 гектаров. Я хочу сказать, что Беляр – это огромный город для того времени. Вот если бы даже посмотреть вот сюда, вот, да, вот это аэрофотоснимок, который был сделан Хасановичем Халиком при помощи самолета Ан-2. Вот эти белые пятна, следы белокаменных зданий, сооружений. К сожалению, конечно, вот на территории городища таких памятников, как в Древнем Болгарии, конечно, не сохранилось. Они сохранились только на уровне фундамента. Вот здесь вот через Большие Тигны вы когда проезжали, наверное, обратили внимание, вот 140 погребений было обследовано, и вот среди них вот попытка реконструкции костюма, вот это погребение древних венгров. Но здесь вот на этой витрине тоже мы с вами видим достаточно большое число предметов из нашей коллекции. Ну, конечно, они в основном посвящены сельскому хозяйству. Вот это вот для хранения зерна. Вот на этой витрине для вашего внимания хотел показать, что до принятия ислама болгары использовали руническое письмо. Вот видите, на этих костях они видны. Вот. А после принятия ислама уже непосредственно болгары начали использовать арабскую графику. Очень интересными являются вот эти две витрины. Здесь представлены вот булгарская керамика, то есть которая изготовлена непосредственно в Беляре. Вот посмотрите, вот там очень интересный светильник. А это вот трубы водопроводные. Европа только мечтала об этом, а здесь уже водопровод существовал, понимаете? Ну, а вот на этой витрине музейные коллекции, которые представлены в основном импортные. Это говорит о том, что вот Волжская Булгария является как бы
своего рода приводным ремнем, да, между Востоком и Западом. Руслан, я вас еще раз приглашаю в наш музей посетить своими друзьями, коллегами. Я думаю, что вы найдете для себя много интересного, узнаете о нашей древней истории. Да, мы приглашаем всех жителей Татарстана в этот увлекательный музей, ну и вообще на эту исторически важную землю нашей республики. Напоминаю, мы готовим в Алексеевском районе в Белярске. И на сей раз у нас в гостях экскурсовод музея-заповедника Белярска Миляуша Хуснутдинова. Я уверен, она нам сегодня расскажет очень много интересной информации. Ну и вновь на нашей кухне вас приятно видеть. Вновь Резида Ястребова, наш шеф-повар. Здравствуйте, Руслан. Мы сегодня вам принесли торт с вашей эмблемой. Очень вкусный, очень красивый, как ваше телевидение, как ваша передача. Большое спасибо. Вот этот тортик. Миляуша Ханым, мы обязательно в конце программы его разрежем, попробуем. Спасибо. Попьем чайку. Неделю назад нам вы приготовили целую корзину свежего алексеевского хлеба, который был тоже очень вкусный. Ну а что будем готовить, Резида, сегодня? Сегодня мы будем готовить козылык из конины, деликатес всех народов. Очень вкусный, надеюсь, вы мне поможете сегодня. Ну, не только я, Миляуша Ханым тоже поможет. Да-да. Так, распределяйте задание. Мы козылык будем готовить из конины. Конина нужна нам с жирком, свежая, молодая. Также мы его сейчас нарежем соломочкой. Чем мельче мы его режем, тем быстрее наше мясо завялится, наш козылык. Сейчас нарезаем, потом заправляем специями и набиваем в кишку. Кто будет резать мясо? Я начну, Ага. и мне поможете. Миляуша Ханым, а у вас тоже будет отдельное задание. Для начала расскажите нам вот про Алексеевский район и затем про Белярск. Наш Алексеевский район был образован в 1930-х годах, как и все большинство районов нашего Татарстана. На сегодняшний день в нашем районе проживает множество национальностей. Все они проживают очень мирно, дружно. И не только работают наши жители, но и хорошо отдыхают. В нашем районе очень много исторических мест, и одно из таких исторических тем касается нашего герба. Когда-то в 15 веке по территории нашего района проходила Закамская засечная черта. И там засекали леса таким образом, что оставляли высокие пеньки и валили деревья в одну сторону с тем, чтобы войско не могло сразу завоевать те или иные населенные пункты. То есть это были препятствия такие, да, из это деревьев? такие, да, препятствия. Поэтому и Закамская засечная черта называется. И вот эта засечная черта перешла и в герб нашего района. У нас район богат лесами, поэтому на гербе нашего района дерево, ель, тоже засеченная почти пополам, и через него перешагивает олень. Олень смотрит и назад, и вперед. Это олицетворяет связь прошлого и настоящего. Ну и про Беляр можно говорить и говорить, потому что я думаю, что Беляр – это самый красивый уголок не только нашего района, но и всего Татарстана. Потому что наши предки, когда переходили из Северного Кавказа в наши края в 9 и 10 веках, они остановились именно на этой местности. Вот у подножия этой горы, да? Да, у подножия этой горы, потому что вот с одной стороны высокая гора, а с другой стороны равнина, как раз напоминала это место нашим предкам их родину, Северный Кавказ. И вот на этом месте они обосновали сразу большое место, отвели под город. И этот город назывался во многие века, в 10, 11, 12 веках, Великий город Беляр. Потому что великим он назывался всеми путешественниками, приезжими, из-за того, что он занимал очень большую площадь. Его площадь составляла 800 гектаров. Это был третий город мира после Багдада. Третий город мира? Мира после Багдада, Константинополя. Потому что Константинополь занимал 1600 гектаров площади, а Багдад занимал 1500 гектаров. А наш Беляр 800 гектаров площади.
площади. Миляша Ханым, а вот сейчас, в наше время, какие-то остались вот раскопки вот тех зданий того древнего города? Да, от древнего города и до сих пор сохранились валы. Валы окружали древний город Беляр со всех сторон. Внутренние валы были длиной 5 километров, а внешние валы были длиной 10 километров. Они благополучно сохранились, несмотря на то, что уже прошло 8 веков времени. И также, начиная с 1967 года, в наших краях ведутся исследования территории вот этого великого города. Благодаря трудам и энтузиазму академика-археолога Халикова Альфреда Хасановича здесь были начаты вот эти раскопки, которые продолжаются и по сих пор. Они обнаружили остатки зданий, которые остались под землей. У нас реконструктированное здание бывшей мечети. Эта мечеть была самой большой на территории Европы. Самая большая мусульманская мечеть, которая занимала площадь 2500 квадратных метров. То есть такая большая была? Да. Одновременно могли молиться в ней 2000 человек. Кстати, Резида, вы заметили, как нам удобно работать? Вот Да. Миляша Ханым так красиво все рассказывает, а у нас процесс не останавливается. А мы продолжаем готовить козлык. Мелко-мелко нарезали мясо. Резида, что делаем дальше? Сейчас мы приправляем наш козылык специями. Вы каждую специю сами добавляйте, а я буду перемешивать. Давайте начинаем. Ложим сахар, Так, добавляем соли, все примерно по чайной ложке. да? Красный перец, Острый? острый Острый красный перец. красный перец, черный молотый перец, Чуть-чуть тоже острый. чуть-чуть острый, и чеснок, И чеснок. И все тщательно перемешиваем. да? Так, чеснока побольше, чтобы был аромат и вкус. Все это заправляем, Сейчас я перемешаю. да. Миляша, вы заметили, да, что на кухне сегодня работаем только мы? Да. Потому что когда вы рассказываете вот, увлекательные истории, на самом деле вот готовить хочется еще больше. Расскажите нам, пожалуйста, почему музей-заповедник Белярский считается святым местом? Не музей-заповедник считается святым местом, а считается святым местом вот эта территория, на котором расположен святой родник. Почему он считается таким? Потому что в 9 века, давным-давно, в наши края из Северного Кавказа пришли несколько племен. Они все были животноводческими племенами, кочевыми племенами. Им понравилось это место, и они обосновались здесь. И очень быстро стали не кочевыми, а постоянными, оседлыми людьми. И они придерживались языческой религии. И самым важным богом был Тенгри. По их предположению, Тенгри жил на небесах. И каждую весну надо было перед посевными работами приносить жертвоприношение во имя Тенгри. И я уже сказала, что Тенгри жил на небесах, поэтому жертвенные животные надо было приподнять. Чем выше над землей, тем лучше. Поэтому жрецы племени выбрали место, похожее на Северный Кавказ, именно с лесом, где росли дубовые деревья. Выбрали самый могучий, самый большой дуб на вершине вот этой горы, и жрецы его осветили. Автоматически лес стал святым, гора стала святым, и родник, который вытекал из-под горы, тоже автоматически стал святым. Поэтому вот это место называется святым. Так, секундочку. Мы не должны забывать о нашем еще козылыке. У нас есть специальный аппарат, при помощи которого очень легко набить мясо в оболочку. Сейчас, Резида, покажите нам, пожалуйста. Так, мясо мы перекладываем в дежу. Ага. Так, мы сейчас будем... Так, давайте я подержу. Давайте. Прям полностью, да? Полностью, да. Поднимайте, приподнимайте. Опа. Все, поднимаем. Так, давайте дальше это. Давайте. Резиночку мы отпускаем. Видели хоть раз такой, Миляша? Нет, первый раз в жизни. Я думаю, Полезно многие... и приятно. Да, очень интересный аппарат, думаю, многие зрители удивятся и тоже приобретут его. Для того, чтобы делать козылык в домашних условиях. Каждый год вот 1000 паломников приезжает на эти места. Это испокон века так повелось, потому что, как я уже сказала, у язычников это было место священным, и они каждую весну приносили жертву во имя богини Умайи,
потому что эта богиня отвечала за урожайность, за доброе лето, и поэтому вот каждое лето. Это было потом. В X веке наши предки приняли мусульманство. Мусульмане потом стали сюда приходить, а в 17 веке в наши края прибыли христиане, и христиане тоже считают это место священным, потому что христиане здесь обрели икону, живоносный источник, и поэтому и для язычников, и для мусульман, и для христиан это место до сих пор является святым местом, и каждый год сюда приезжает множество паломников. А тем временем из аппарата, как вы видите, получается настоящий козылык. И самое главное, как сказала Резеда, плотно держать, чтобы не попал воздух, да? Да. Сейчас мы набиваем свой козылык, перекручиваем, завязываем. Вы мне поможете, шпагат? Так. Пожалуйста. Ага. Его набиваем, весь воздух спускаем, перекручиваем. Какие варианты козылка мы будем готовить сегодня, Резеда? Эту колбасу мы поставим варить, а следующую мы уже отправим вялиться. Вялится у нас козылок в сквозняке. Конечно, есть свое время готовки козылыка. Это февраль-март месяц. Желательно, чтобы был сквознячок и мороз. Днем оно подогревается на солнышке, а ночью подмораживается. И так происходит процесс вяления. Сейчас покажу. Так. Вот. Вот что у нас получилось. Так что, дорогие телезрители, козылык можно готовить и в домашних условиях. Лишь бы было настроение и вот такой вот аппарат. Сейчас мы отправляем, давайте этот козылык мы сварим, а вторую колбаску поставим вялиться. Да? Конину нарезали на мелкие кусочки, добавили измельченный чеснок, приправили сахаром, солью, черным и красным перцем и хорошенько перемешали. Полученным фаршем плотно начинили кишку, с двух концов перевязали веревкой и отправили вариться на 40-50 минут. Дорогие друзья, это программа «Секреты татарской кухни». Напоминаем, мы сегодня готовим в Белярске, готовим настоящий деревенский козылык. И пока он готовится, у нас есть время приготовить салатик. Да? Резеда, что за салат это будет? Сегодня мы приготовим деревенский салат из огурцов, помидор и яиц домашних. Хорошо, начинайте. Миляша Ханым, вы заметили, что мы практически с вами сегодня не готовим. У нас идет очень интересная беседа. И я рад, что я вновь оказался здесь, в Худжалар-Таунда, на Святом Ключе. И с вашего позволения я бы хотел прогуляться по территории музея-заповедника. И готов услышать от вас легенды этого интересного места. С удовольствием расскажу. Резеда, а вы пока готовьте. Да. Договорились? Да-да. Пройдемте. Руслан, наша Белярская земля богата легендами. И вот большое количество легенд посвящено вот именно этому месту. А легенда гласит, пропала однажды из местной церкви икона. Вскоре девушка-мусульманка увидела икону, плавающую на поверхности этого озера. Святыня сама подплыла к ней, и она отнесла ее в церковь. Икону выдворили на место, но в ту же ночь она опять пропала. И снова та же девушка увидела ее посреди все того же озера, но икона больше не далась ей в руки. Внезапно раздавшийся голос сказал девушке: «Если желаешь меня поймать, стань христианкой, и я сама приду к тебе в руки, и больше из церкви не исчезну». Девушка так и сделала. Она крестилась, и местные жители стали почитать ее как святую. А когда она умерла, ее похоронили на горе, из-под которой и забил источник. Есть еще легенды про сам Святой Ключ. Сейчас мы с вами перейдем к Святому Ключу, и я вам расскажу эти же легенды. Пойдемте. Пойдемте. Руслан, мы с вами пришли к основному источнику Святого Ключа. Вода очень целебная. Вода содержит почти все элементы таблицы Менделеева и содержит минералы. Почему так? Потому что вода вытекает через слой голубой глиной и потом насыщается вот этими минералами. Вода и зимой, и летом имеет одинаковую температуру, плюс 6 градусов. Этой водой можно обливаться, этой водой можно лечиться. Были случаи, когда приезжали к нам туристы и рассказывали, как они избавлялись от тех или иных заболеваний. Вода здесь вытекает уже в течение 1000 лет.
тысячи лет вот этому святому источнику. Дорогие телезрители, обязательно найдите время и насладитесь вкусом этой замечательной воды. Руслан, мы с тобой находимся на подножии горы Хозяина, Хужалар-Тау. На вершину горы ведет 444 лестницы. Половина у него кончается там, где когда-то было святилище, где люди приносили жертву во имя Тенгри. А потом дальше идет. Дальше у нас там девичий городок. И весь этот комплекс заканчивается монументом. Мы говорим памятник поклонения. 4 черных камня там поставлены. Это в честь того, что во время взятия великого города, во время сражений с монголами, в борьбе за освобождение Беляра сражались многие национальности. Это во-первых. И потом 3 камня означают содружество 3 религий. Это язычество, это мусульманство и христианство. Вот дружба 3 религий. Есть еще легенда про 12 девушек. В этой легенде говорится о том, что некогда в великом городе правил человек по имени Тарышмал-Хужа. И было у него 12 прекрасных дочерей. Однажды на город напали враги, и в жестокой битве многие сложили свои головы. Защищавшие вместе с отцом девушки были схвачены и приведены на то место, где сейчас стоит гора Хужалар-Тау. По приказу врагов они были вынуждены носить землю своими платками. И так была насыпана целая гора, на вершине которой бессердечные захватчики намеревались закопать отца с дочерьми живьем, в назидание непокорным. Однако случилось чудо. Красавицы обратились ясными звездами и вознеслись на небо, а их отец Тарышмал-Хужа бросился с горы и превратился в источник, который и по сей день почитается святым. Миляша ханым, Бигзур Ахмед, большое спасибо вам за эти интересные легенды. Но нам нельзя забывать, что, я думаю, уже все готово. Пора попробовать кызылык и салатик, поэтому прошу к столу. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, делитесь кулинарными секретами и также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Уже 2-й раз за 2 недели мы накрыли вот такой красивый стол. Все это на Алексеевской земле при помощи замечательного шеф-повара. Большое спасибо вам, Резида. Вам спасибо. Ну, а Миляша ханым, вы сегодня столько интересного нам рассказали о Белярской и Алексеевской земле. Я думаю, нашим зрителям было очень интересно. Ну, а теперь скорее будем пробовать. Так, салат у нас деревенский есть, кызылык. Здесь отварной, здесь вяленый. Да. Давайте попробуем, что сначала я предлагаю попробовать вот все-таки отварной кызылык. Внимание. Барабанная дробь. Вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно получился козлык. Резда, я, кстати, впервые пробую козлык, который приготовился буквально за 40 минут. Очень интересно. Ну и классический козлык, который вялится по оригинальному рецепту. Сколько он должен готовиться? Срок изготовления вяленый у нас 2 месяца. В нашей Примерно программе 2 10 минут, да? Да? Попробуйте. Чистить надо. Чистить надо. Традиционный, вкусный татарский козлык. Браво. И все это, конечно, с салатиком. Резда, Бигзур Ахмед, козлык получился очень вкусным, таким, каким он должен быть. Надеюсь, вам понравится, Руслан. Приезжайте к нам еще в гости, мы вас будем ждать. Ну, мы 2 недели уже здесь, поэтому еще раз большое спасибо. Вы попробуйте, кстати, тоже тортик, очень вкусный. Очень. А на этом наша программа подходит к концу. Большое спасибо Алексеевскому району и его жителям. На следующей неделе вас ждет новая программа, новые гости и, конечно же, новые кулинарные секреты. Пока-пока. Сау было, Руслан. Пока. Hem faydalı